Шалахай Кунай. Добрый день, уважаемые гости, коллеги, друзья. В 2016 году отмечается столетие Николая Георгиевича Доможакова. Учитывая большой вклад писателя, поэта, переводчика, педагога, ученого и общественного деятеля в становлении и развитии культуры, литературы, науки и популяризации его наследия, правительством Республики Хакасия 2016 год объявлен годом Николая Георгиевича Доможакова. И чтобы этот год был объявлен годом Доможакова, Министерство культуры Республики Хакасия совместно с Республиканским советом старейшин и родом Доможаковых приложила максимум усилий. Приглашаю к микрофону Светлану Анатольевну Оконникову. Дорогие друзья, добрый день. На самом деле мне очень приятно поздравить всех присутствующих сегодня с открытием года Николая Георгиевича Доможакова в Республике Хакасия. На самом деле, действительно, инициатива Совета старейшин была поддержана родом Доможакова, представители рода, глава рода даже, я бы сказала, сегодня здесь находится вместе с нами. И глава республики с удовольствием подписал постановление о объявлении в Хакасии в области культуры годом Николая Георгиевича Доможакова. Также президиумом правительства утвержден план мероприятий года Доможакова. На самом деле это очень серьезный план, который обеспечивает нам с вами активную очень творческую жизнь, направленную на позиционирование творческого наследия Николая Георгиевича Доможакова в 2016 году. В январе месяце наш Национальный архив уже открыл выставку, посвященную Николаю Георгиевичу Доможакову. Сегодня Национальная библиотека открывает литературную выставку, посвященную юбиляру. Практически во всех учреждениях культуры проходят знаковые мероприятия в течение года, и наш государственный университет готовит очень большую научно-практическую конференцию, посвященную Николаю Георгиевичу Доможакову. Хакасский научно-исследовательский институт литературы и языка готовит целый блок мероприятий. Детская библиотека, Дом литераторов Хакасия. По сути, 2016 год является продолжением года литературы в Хакасии, потому что связан с именем классика хакасской литературы, выдающегося ученого, писателя Николая Георгиевича Доможакова. Нам предстоит с вами прожить очень интересный, насыщенный год. Главная идея которого — популяризация наследия Николая Георгиевича Доможакова. Мне хочется пожелать всем нам успехов в реализации всех наших намеченных планов. Мне хочется, чтобы в конце года мы подвели серьезные итоги. Мне очень хочется, чтобы наши национальные театры продумали, выбрали для постановки какое-то произведение, какую-то пьесу, которую написал классик хакасской литературы Николай Георгиевич Доможаков, и поставили на своих сценах. Мне очень хочется, чтобы в год кино, объявленный в Российской Федерации президентом России, тоже прозвучало именно какие-то постановки, может быть, какие-то фильмы документальные, иные, тоже связанные с именем Николая Георгиевича Доможакова. Во всяком случае, в блоке мероприятий, в том числе и 6-го международного форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» запланирован целый блок мероприятий, посвященный в том числе и творчеству Николая Доможакова. Я желаю всем успеха, коллеги, и поздравляю вас с открытием года Николая Доможакова в Республике Хакасия. Спасибо. Приглашаю к микрофону главу рода Доможаковых Валерия Матвеевича Доможакова. Здравствуйте, дорогие присутствующие, здравствуйте, мои любимые земляки. Поздравляю вас с началом года Доможакова. Мы все с нетерпением ждали этого праздника, ждали, они надеялись. И глава подписал указ, чтобы провести год Доможакова. Еще раз поздравляю вам. Большое спасибо, конечно, за тот вклад Министерства культуры в лице нашего министра. Большое спасибо ей. Большое спасибо нашей библиотеке за то, что помогла нам это все организовать год Доможакова. И спасибо, конечно, Совету старейшин, членом которого я являюсь, что они поддержали нас, направили письмо, вышли с предложениями и организовали год Доможакова. Позвольте от имени Совета старейшин и от рода Доможаковых наградить нашу любимого министра Светлану Оконникову. Большое спасибо. Спасибо. Будем стараться вместе с вами. Значит, от всей души мы поздравляем также нашу
нашу библиотеку имени Доможакова, которая этот номер носит имя Николая Георгиевича Доможакова. Поздравляем с юбилеем. Лучше позже, чем никогда, да? Ну и, конечно, род Доможакова поздравляет директора нашей библиотеки. Большое спасибо ей за вклад. И мы думаем, что библиотека наша будет процветать и примножаться и примножаться. Еще раз поздравляю вас с годом Доможакова, желаю всех благ и думаю, что этот год пройдет успешно. До свидания. Спасибо большое, Валерий Матвеевич. Проведение года Доможакова имеет особое значение для главной библиотеки республики, которая с 1995 года носит его имя. С этого времени Национальная библиотека проводит планомерную работу по сохранению и популяризации его литературного и научного наследия. С 2011 года на нашем сайте работает виртуальный музей Николая Георгиевича Доможакова. Называется «Жизнь, отданная народу». Посетители музея могут подержать в руках аттестат Николая Георгиевича Доможакова об окончании Хакасского педагогического техникума 1935 года, познакомиться с публикациями разных лет ведущих ученых, писателей Хакасии о Николае Георгиевиче Доможакове, увидеть редкие фотографии, произведения искусства, а также уникальные документы, хранящиеся в фондах Национальной библиотеки, Национального архива и Хакасского национального краеведческого музея имени Леонида Романовича Кызласова. Музей постоянно пополняется, и в январе 2016 года нашей библиотеке был подарен портрет жителя села Красноозерское Давыдов Евгений Николаевич, автор этой картины. И портрет уже занял место свое в разделе музея Доможаков в пространстве искусства. И сегодня мы рады представить вам уникальную фотографию из личного архива Чаптыковой Валентины Дмитриевны из села Аршаново. И в скором времени она пополнит материалы виртуального музея. В 2016 году библиотека планирует создать электронную коллекцию произведений работ Николая Георгиевича Доможакова. Сегодня состоится важное событие, которое поможет ее созданию – подписание лицензионного договора на право использования романа в далеком Аане на хакасском языке. Я приглашаю руководителей Хакасского книжного издательства и Национальной библиотеки имени Николая Георгиевича Доможакова Юлию Викторовну Костякову, Веру Варламовну Чудобаеву, волнительный момент. Я даже не думала, что так будет волнительно. Но в первую очередь это то, что он был моим учителем. Учил он 5 лет нас в институте нашем, тогда был на университете, пединститут. Но это было, конечно, уникальные часы, когда он нас учил. Во-первых, он был не столько педагог, а сколько, вот знаете, личность, которая вот хочет передать молодому поколению все богатство, все традиции, которые он знает. Он всегда нас кормил. Когда его эти часы, пары, он всегда давал моему мужу, видя, мы с ним в одной группе учились, деньги. Он спускался в буфет, приносил эти
пирожное, одна деревенских, это была самая сладкая. Но я вот до сих пор эту картошку пирожное не могу уже кушать, потому что я когда переела. Потом нас он на свои деньги возил в Мартьяновский музей. В Мартьяновском музее мы на коленях ползали и записывали все эти наскальные письмена, потому что он говорил, если вы, говорит, хакассы, если вы хотите знать историю, то без этих, как говорится, каменных книг вы, говорит, не будете интеллигентами. Потом, что было интересно, он после музея повел нас в ресторан. А мы вроде как, знаете, нам неудобно, но ресторан это не столовая. Он говорит, а вы хакасская интеллигенция, будущее, и вы должны уметь вести себя даже в ресторане. Потом помню, как он возил нас в село Трояково, вот около Домажакова, на экспедицию. И что мне понравилось, это второй курс. Мальчишки поехали на грузовой машине, а мы вроде как на автобусе, вроде более цивильно. Когда мы туда приехали, он нас собрал и говорит, а вы знаете, говорит, что вы должны сделать? Будем записывать. Нет, говорит, вы когда войдете, в первую очередь поздоровайтесь, скажите, кто вы. И говорит, потом, говорит, спрашивайте у них. То есть вот весь этикет, то есть все вот наши традиции, он старался все это донести. А когда он говорил о хакасском языке, мы его спрашивали, говорим, а самый древний, вот он историю хакасского языка нам читал лекции, тюркологию нам тоже читал. И он говорил, что, говорит, хакасский язык это самый древний язык, тюркский язык. А самые, говорит, древние корни вот тюркского этого языка, они сохранены в кызыльском диалекте. А про кызыльцев он очень интересно сказал, говорит, вот у каждого народа есть свои цыганы. И вот, говорит, кызыльцы у нас, говорит, у хакасов это свои цыганы, потому что у них, говорит, во-первых, очень, говорит, мелодичная музыкальная культура. А, говорит, какие героические эти сказания, это, говорит, очень они специфичны. Но, говорит, если вот качемся там, сагаться как-то они очень практичны в жизни, могут как-то приспособить, то кызыльцам, говорит, раз дано вот это, но не дано, говорит, практического такого, в жизни. То есть нет практики такой. Так что спасибо вам. Так что если есть, как говорится, интерес к творчеству Домажакова, к его личности, мне кажется, значит, его творчество и его личности ожидает большое счастливое будущее. Так что всего нам хорошего и доброго. Мы с гордостью, Национальная библиотека, весь коллектив носит имя Николая Георгиевича Домажакова. И мы выражаем огромную вам благодарность за то, что вы нам передали это право разместить в электронных ресурсах библиотеки роман, первый хакасский роман «Далек Амали» на хакасском языке. Это для наших читателей огромный подарок для всей Республики Хакасия, для всей России и для всего мирового пространства. Огромное спасибо. И примите от нас подарок от Национальной библиотеки в знак этого исторического события. Наше юбилейное издание, пожалуйста, на память огромное. Кроме того, огромное спасибо, что нас поддержал Республиканский совет старейшин, род Домажаковых. Все вместе мы смогли сделать целый комплекс мероприятий, подготовить. И я думаю, что, как Светлана Анатольевна сказала, что у нас впереди такой интересный год. И от всей души приглашаем вас на нашу межрегиональную конференцию «Домажаковские чтения», которая пройдет в рамках Дней тюркской письменности и культуры. И, кроме того, я хотела бы преподнести вот эти же подарки нашим уважаемым гостям. Руководителю нашего видеопространства теперь хакасского. Ну и всем вам огромное спасибо, что пришли и стали соучастниками этого открытия года Домажакова в нашей библиотеке.
Национальная библиотека обладает богатыми фондами и особенно трепетно хранит личную библиотеку Николая Георгиевича Доможакова. Открывая год Николая Доможакова в Национальной библиотеке, мы представляем книжно-иллюстративную выставку «Просмотр. Сын времени и своего народа». В ее 11 разделах представлены опубликованные биографические справки о Николае Доможакове, литературоведческие исследования, библиографические указатели, копии статей из газет и журналов, фотографии, копии документов из Национального архива Республики Хакасия. В разделе «Моему народу в дар» представлены книги из личной библиотеки Николая Георгиевича Доможакова. Среди них книги и с автографами, и дарственными надписями самого Николая Георгиевича, и авторов книг в разное время, подаренных ему. И наша выставка будет действовать с 9 февраля по 12 февраля. Поэтому с ее материалами могут познакомиться все желающие. Национальная библиотека в течение года проведет цикл мероприятий под названием «Год Доможакова в Национальной библиотеке». Мероприятия рассчитаны на разные возрастные и социальные группы населения. Афишу вот вы видите на экране. Николай Георгиевич Доможаков известен в разных сферах, и в том числе и в кинематографии. Поэтому я приглашаю сейчас пройти в медиазал на открытие проекта «Кино и книга ХД вместе». Желающие также могут подойти, познакомиться с выставкой. Спасибо.